РПГ взял, гранату там приготовил, и окно вот смотрю, ну, метров 10 там, ну, максимум 12 метров, они вот мимо меня проходят, да. А они не знают, что я там нахожусь, да. Сразу этот бронетехнику, я его ударил, этим РПГ, сразу взорвался. В сторону мотора я стрелял, сразу взорвался, я эту калаш сразу, РПГ бросил, калашом сразу взял и открыл огонь, да. Вот так открыл огонь. Второй автомобиль, они уже сразу, не знаю почему, они атаку не сделали, сразу убежали все. Все убежали. Потом через раз я слушаю, ну я там еще гранату успел кидать. Там через раз я слушаю, ну, там они говорят, типа, решили, что у меня подмога пришла. Я не один, типа. Якобы ты еще кого-то позвал, да? Ага. Они решили, что я не один, типа. У него подкрепление пришло, когда успели прийти, типа, там. Обрадовался я. Обратно пошел. Это уже 18 числа. Потом с 19-го, пол-первого, это я пытался, ну, ночью пол-первого пытался обратно выйти, ну, откатиться. Откат хотел выйти, но там не получился, дроны нашли меня. Дроны нашли, сразу бомбили, FPV-шкой, дронами там, всякими, ударили. И вот на одного меня больше 20 дрона отправляли. У меня там кое-как дошел до этого. Потом лежу, думаю, ночью не резон, потому что ночью они телевизором смотрят. Так что шансов бежать уже нет, практически нет. Я об этом уже понял. Лежу, ну, там ранение, я в спине получил, вот, лопате, в сторону сердца, вот до сих пор это болит. Вот, и здесь получил, ну, множество ранений, 14 осколочных, да, вообще. И страшно было там, лежу, потом думаю, на следующий день. Вот это 19-го ночью было. На следующий день утром опять пришли. Ну, они там тоже пришли, но вот мы в стышку не зашли. Я тоже спрятался там.